Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. К северу от Каушана, на берегу Днестра, сохранился еще один замечательный памятник ханской эпохи – Бендерская крепость. Примерно на этом месте еще с ордынских времен существовала оживленная речная переправа, называвшаяся Тегина или Тегене-Кечит. Через нее пролегал важный международный путь, который соединял Крым с Молдовой и с Польшей. Эту переправу издавна контролировал самый знатный из крымско-татарских родов – род Ширин. Когда-то здесь, неподалеку от переправы, стояли величественные мавзолеи ширинской знати. Да и само название переправы – Тегене-Кечит, видимо, происходило от имени известного ширинского бея Тегене, жившего в 15 веке. Иными словами, у Крыма были давние интересы в этом приднестровском краю. В 1538 году, встретившись с султаном Сулейманом во время совместного похода против молдавского князя, хан Сахиб Герай попросил падишаха, чтобы тот построил крепость возле переправы Тегене. Сулейман согласился и, как говорили, поручил эту работу самому Хадже Синану, лучшему из османских архитекторов. Новое укрепление на Днестре получило название Бендер, что переводится с персидского как «пристань». Высоко над речным берегом поднялись ее башни, а над крепостными воротами была помещена мраморная плита с именем султана Сулеймана, годом постройки и упоминанием ханского Ялы-Агасы, который помогал в строительстве. Крепость имела 12 башен, здесь постоянно пребывал гарнизон в 500 человек, а в случае войны его можно было увеличить и до нескольких тысяч. В помещении въездной башни над воротами была устроена мечеть, внутри которой сохранился михраб. В нижней части крепости располагалась еще одна мечеть, устроенная прямо внутри оборонительной башни. Как писал турецкий очевидец XVII века, по обеим сторонам от ее михраба были установлены 2 пушки. И возле михрабной ниши по сей день можно видеть 2 бойницы. Впоследствии османы неоднократно достраивали и усиливали эту крепость, дополняя ее новыми постройками. Таким образом, здесь появился глубокий ров, укрепленная нижняя часть, а за пределами крепостных стен стал разрастаться живописный город. А затем, в начале XVIII века, султаны пригласили в Бендер французских инженеров, чтобы те усилили крепость сложной системой рвов и многоугольных бастионов на подступах к стенам. В те же годы французам были заказаны работы и на других османских укреплениях, в частности, в крепости Еникале у Керченского пролива. И потому бастионы Бендера и Еникале, выстроенные по схожим проектам, весьма близки по внешнему облику. А теперь давайте отправимся от Днестра на самый юг Буджака, к городкам Килия и Измаил. Здесь буджакские степи обрываются над Дунаем, величайшим водным путем Европы, что проходит через 10 государств и через 4 европейские столицы. С давних времен разные державы соперничали одна с другой за устье этой широкой голубой дороги вглубь европейского континента. Старинным городком Килия, что стоял здесь, в разное время владели Византия, Генуя, Молдова и Венгрия, Турция и Россия, Румыния и Украина. Главным богатством Килии была рыба.
Она ходила по реке в таких количествах, что для ее ловли не требовалось ни сетей, ни крючков. В дно реки от берега до берега вбивали, словно забор, ряды высоких кольев, оставив в середине лишь узкий проход для судов. Рыба несметными массами устремлялась в эту щель, и ее попросту вычерпывали из воды при помощи огромных корзин. Говорили, что среди улова попадались 15-аршинные, то есть 10-метровые белуги и 5-метровые осетры. Потому-то драгоценная черная икра добывалась тут тоннами и служила одним из основных продуктов килийского экспорта. В городе существовал даже собственный орган рыбнадзора. Это был специальный турецкий чиновник, чья должность называлась балык-эмини. Он контролировал рыбную ловлю и взимал налоги с торговли рыбой. Крепость Килия была невелика, но очень хорошо укреплена. Как и Аккерманская, она была основана генуэзцами, перестроена молдавским князем и затем завоевана турецким султаном Баязидом II. При посещении Килии султан Баязид имел обыкновение усаживаться на стуле возле крепостных ворот и, очевидно, выслушивать тех, кто пожелал бы обратиться к нему. Впоследствии турецкие наместники города ввели это в постоянный обычай и тоже время от времени выходили в народ. Поэтому возле ворот крепости постоянно дежурили люди с различными просьбами и жалобами, а также толпы нищих, просивших о подаянии. Все, что осталось от Килийской крепости до наших дней, это заполненный водой ров, который когда-то окружал крепостные стены, а все прочие укрепления и старые городские постройки давно снесены до основания. Каналы с водой были прорыты и внутри крепости. Они были гораздо более узкими, чем этот главный крепостной ров. В мирное время эти каналы сплошь перекрывались толстыми досками и использовались в качестве городских улиц, а во время войны доски убирались, и если бы противнику удалось проникнуть в крепость через стену, то перед ним вместо городских улиц представала запутанная сеть глубоких заболоченных канав. Еще один придунайский городок на Буджакском берегу назывался Исмаил. Он был построен на землях, которые османский султан Мурад III в конце XVI века пожаловал главному евнуху, чернокожему Хабеши Мехмед-Аге, а тот после смерти завещал свои владения в вакф, то есть во владение религиозной общины. К концу XVIII века тут уже стоял город с 8 турецкими и 1 татарской мечетями, с молдавскими и армянскими церквями и с населением около 10 тысяч человек. Из всех культовых сооружений Исмаила сохранилась лишь единственная турецкая мечеть. Она давно утратила свой минарет и сейчас является музеем. Город Исмаил являлся не военной базой, а прежде всего местом для речной переправы, а также крупным рынком, где торговали рыбой, воском и кожами. Потому в Исмаиле, в отличие от Килии, изначально не было крепости. Город был прикрыт лишь высоким земляным валом, дополнительно подпертым кирпичную кладкою. Остатки этого вала до сих пор можно различить среди руин исмаильских укреплений. В конце XVIII века Буджак, как и прочие причерноморские владения Крыма и Турции, утонул в огне русско-турецких войн. И поскольку Дунай – это последняя из крупных водных преград на пути к Стамбулу, то бои на его берегах были наиболее кровопролитными и ожесточенными. Придунайские городки, по 4 раза переходившие из рук в руки, в этих схватках были попросту сметены с лица земли. Почему мы сегодня и видим здесь так мало сохранившихся исторических построек? Многолетние споры между Россией и Турцией за этот край закончились тем, что в 1812 году граница между двумя враждующими империями пролегла по Дунаю, и Буджак перешел под власть России.
Итак, сегодня мы с вами познакомились с краем, достаточно удаленным от Крымского полуострова, но вместе с тем богатым историческим наследием ханской эпохи. Буджак был тесно связан с Крымом. И недаром Аккерман может показаться похожим на Судак, Бендер на Яникале, Каушан на Бахчисарай, а мечеть Исмаила навеять воспоминания о муфти Джами в Феодосии. Такое сходство вполне объяснимо, ведь к истории памятников и Крыма, и Буджака имели отношение одни и те же цивилизации, а порою даже одни и те же люди. И хотя второго Крыма, разумеется, не найти нигде на земле, в любом путешествии всегда приятно встретить что-нибудь такое, что напомнит тебе о доме.